Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Рамиль Галиуллин. И сегодня мы расскажем о смертельных авариях на трассах Татарстана и как водитель БМВ на высокой скорости снес трамвайную остановку на проспекте Победы в Казани. Разная ситуация бывает. Тут же не 20, не 40 едут. Оживленный участок дороги. Покажем, в каком состоянии был водитель Kia, который вылетел с дороги на улице Айдарова и врезался в дерево. 1479. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. А также все подробности избиения девушки во дворе дома на улице Павлюхина и задержания иностранных специалистов, находящихся в России незаконно. Правоохранители выявили 22 приезжих, незаконно находившихся на территории России. Все это прямо сейчас. 2 человека погибли за сутки на дорогах Татарстана. В Черемшанском районе 41-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 56-летнего мужчину. Он перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. А на 59-м километре автодороги Чистополь-Нижнекамск водитель мопеда не уступил дорогу Ниве. Водитель автомобиля не пострадал, а мужчина на мопеде получил травмы, несовместимые с жизнью. С начала года в Татарстане произошло более 2000 серьезных аварий. В них погибли 210 человек. 25-летний водитель БМВ на перекрестке проспекта Победы и Минской не справился с управлением, вылетел с дороги и снес трамвайную остановку. Удар был сильный, легковушка получила значительные повреждения. Несколько секций ограждения превратились в груду металла, так же, как и столб с дорожным знаком. А стекла от павильона засыпали все в округе. Лишь благодаря счастливой случайности людей на остановке в момент аварии не было. В ДТП пострадал водитель иномарки. На карете скорой помощи его с различными травмами доставили в больницу. После обследования мужчину отпустили на амбулаторное лечение. Разная ситуация бывает. Тут же не 20, не 40 едут. Оживленный участок дороги. Еле стоял на ногах, не мог говорить и бил свою машину ногами. 39-летний мужчина. Он за рулем Kia на улице Айдарова вылетел с проезжей части на тротуар и врезался в дерево. При этом машина повисла на пне, который и не дал ей тронуться с места. Очевидцы вызвали автоинспекторов. Причина была понятна даже без алкотестера. А он, к слову, показал результат, который сотрудники ГАИ видят нечасто. Вполне возможно, что ездить на этой машине мужчине больше не придется никогда, но в этот момент на автомобиле он, вероятно, просто вымещал обиду за свои же действия. Внимание к себе мужчина привлек тем, что на прямой и ровной дороге выехал с проезжей части на тротуар и врезался в дерево. При этом машина повисла на пне, который не дал ему просто уехать с места происшествия. Прохожие позвонили в автоинспекцию. Ты просто ехал, не справился с управлением, что ли? Kia, вылетев с дороги, проехала в считанных сантиметрах от припаркованной у края проезжей части Лады Гранта. Ее владельцу позвонил сосед, который рассказал об аварии рядом с его машиной. Хозяин прибежал на место, хватаясь за сердце. Я уж спать лег. То, что водитель Kia сильно пьян, было понятно и без освидетельствования. Мужчина едва стоял на ногах, язык его не слушался. Наверное, поэтому лишних слов он старался не говорить. Даже на вопрос, пил ли перед тем, как сесть за руль, лишь качал головой. Выпивали сегодня? Точно? Как мог, рассказал, что ехал домой, права то ли забыл дома, то ли никогда не получал, да и автомобиль не его. Машина ваша? Брата. Брата? А он как бы знает, что вы на ней поехали? То есть сам давал ключи вам? Или вы ездите постоянно на ней? Автоинспекторы же выяснили, автомобиль принадлежит ему, и мужчина уже попадался, управляя этой же самой машиной в состоянии алкогольного опьянения. Прав его лишили в феврале этого года, и для установления, в каком состоянии он сел за руль в этот раз, предложили мужчине пройти освидетельствование на месте. Он согласился. 1479. Согласны с данным результатом? Согласен. Тогда надо будет написать слово «согласен», подпись и расписаться. За рецидив вождения в нетрезвом виде в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Статья предусматривает от штрафов 300 тысяч рублей до 2 лет реального лишения свободы. Автомобили как орудие совершения преступления суды часто изымают и обращают в доход государства. Лиана Бахтиева, Анвар Шарифуллин, «Вызов 112».
Kia Soul и Lada Kalina столкнулись на улице Аделя Кутуя. Разбитые машины перегородили и без того узкую проезжую часть. Чтобы объехать столкнувшиеся машины, другим участникам дорожного движения приходилось либо выезжать на встречную полосу, либо двигаться по тротуару. Водитель Лады был готов признать вину, ведь именно он врезался в иномарку сзади. Но очевидцы уверяли, аварии не случилось бы, если бы водитель Kia сам не нарушил ПДД. Вообще здесь по факту виновник он. Как он вдруг догнал Kia, которая ехала впереди, водитель Лады не понимал и был готов признать вину сразу. Он же врезался в Kia, но очевидцы уверяли, вина тут лежит на водителе иномарки. Обе они ехали с того светофора, но этот ехал медленно, то есть у него скорость была где-то 40. И он резко вот здесь в тормоз нажал, начал разворачиваться, а этот уже ехал где-то примерно 60, и он просто догнал его. Сам водитель иномарки уверял, он тут ни в чем не виноват, удар пришелся ему сзади. Разворачиваться через двойную сплошную, говорит, не собирался, а просто после объезда препятствия с автобусной полосы стал смещаться в крайний левый ряд. Ну а ты вот меня не видел, что? Я тебя видел. Смотри, ты начал тормозить, я хотел тебя, получается, обойти. Чтобы объехать столкнувшиеся машины остальным автомобилистам, приходилось либо выезжать на встречную полосу, либо двигаться по тротуару. И если Kia была на ходу, то Ладе уже требовался эвакуатор. В случае, если вину в аварии никто так и не признает, то определять виновника будут на разборе в автоинспекции. Алия Хайрудинова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. В Казани полицейские задержали мужчину, который, по словам очевидцев, избивал свою жену и угрожал ей пистолетом. Конфликт вспыхнул во дворе одного из домов на улице Павлюхина и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записях видно, что молодой человек руками и ногами избивает девушку до тех пор, пока она не упала и не смогла встать. Очевидцы вызвали медиков, но врачам он показал предмет, очень похожий на пистолет, и дал понять, что забирать ее никуда не надо. Стражи порядка выяснили, семейная пара приехала к родителям девушки отметить 25-летие их совместной жизни. И в состоянии опьянения между парнем и девушкой вспыхнул конфликт. Житель Татарстана 1996 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. 24-летний пострадавший оказана медицинская помощь. Также в квартире был обнаружен и изъят пневматический пистолет. Пострадавшая от заявления отказалась. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 22 иностранных мастера на все руки, которые находятся в России с нарушением миграционного законодательства, выявили полицейские на стройке одного из жилых комплексов в Казани. Они приехали трудиться из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, но при этом не имели права на работу, а некоторые вообще не могли здесь находиться. В отношении мигрантов составили административные материалы по статьям «Нарушение иностранным гражданинам правил пребывания в России», а также нарушение иммиграционных правил и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. 5 помещены в специальное помещение для задержанных лиц. По решению суда 3 иностранных граждан оштрафованы, каждый на 3000 рублей. 2 нелегальным мигрантам назначен арест на 3 суток. В дальнейшем один из них будет принудительно выдворен за пределы Российской Федерации. В настоящее время правоохранители устанавливают юридических лиц, представители которых не проверили законность осуществления иностранцами трудовой деятельности, чтобы привлечь их к административной ответственности. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Рамиль Галиуллин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.